Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, подписчики канала Кумир Рыбак, также гости моего канала. Сегодня у нас хмурый октябрьский день, 24 числа. Сегодня мы говорим до свидания нашей покче. Все собрали урожай. Сделали все свои летние дела. Закрыли навигацию. Вон моя лодочка, казаночка. Все перевернуто. Будет отдыхать до весны. Мотор подняли, мотор убрали. Здесь еще обяжка моя за кустами. Ну что я могу сказать? Еще недавно, раздетый по пояс, мы ловили живцов для продольников. Кажется, совсем недавно еще в жару ловили окуней, смотрели на лима. Лето пролетело быстро, впереди зима, но ничего страшного. Зимой тоже свои прелести есть. Зимой скоро нас ожидает рыбалка на налима, рыбалка на хариуса на лесной речке. Плотву половим на озере. Все впереди. А сюда мы вернемся только весной следующего года, чтобы провести лето уже 2019 года. Мы каждый год будем приезжать сюда весной и уезжать поздно осенью. Ну как-то вот так. А сейчас я вам покажу свою родную деревню во всех осенних красках. Как-то меня в комментариях просили показать, что и как. Сейчас вот прокатимся, и я коротко покажу и расскажу, что и как в нашей деревне. Поехали! А здесь увидите то барахло, которое я собрал, чтобы отвезти в Троицк. Ледобуры, сидушки, ну, много чего тут. Лыжи. Все это пригодится нам на зимней рыбалке. А теперь, так, как бы нам все это заснять так, чтобы получилось как-то. Ладненько, попробуем. Поехали. Так, что, начнем с края деревни, то есть с конца деревни. Поехали потихоньку. Конечно, грязно, очень сыро, но резина камуфлаем рулит. Проблем никаких. Так, слева чисто, справа тоже. Поехали. Так. Этот асфальт нам успели построить в доперестроечные времена. Вот он, крайний дом. Ну, почему-то центральная, там, 1 или 2, не помню уже. Факт то, что нумерация номеров получается с конца деревни. Так, все, асфальта больше нет. Дальше начинается бездорожье. Там вот кладбище. Кстати, у нас в нашей деревне 3 кладбища. Кылтыд, Катыд и Шер. Кылтыд — это ниже по течению, Катыд выше по течению, Шер — это посередине Покча. Вот это Кылтыд кладбище, это которое ниже по течению.
Асфальт был построен до сюда, вот так как вот здесь вот стояла ферма у нас. Коровник стоял вот на этом месте. Вот видно, что он разобран. Чуть дальше там стоял телятник. Котельная между ними стояла. Вот. Сейчас, конечно, это все, ничего нету. Вон, вышку МТС нам построили недавно. Что не может не радовать. Теперь мы со связью. А тут все вот рухнуло. Сельское хозяйство полностью рухнуло. Остался единственный сарай. Кто-то, видать, сейчас там сено хранит. Это лесозаготовители до нас добрались. Косят нашу парму. Выкашивают наши деревья с тайги. Скоро будем жить в пустыне, наверное. Так, а сейчас развернусь и поедем дальше. Вот поле борщевиков. Борщевика. Это надо было додуматься посадить эту гадость, которая сейчас расплодилась по всей деревне. Я как могу борюсь с ним, выкашиваю, выдергиваю. Но наша власть не принимает практически никаких мер. И это ядовитое растение расходится по всей деревне. А что говорить? Вся Коми из северо-запад, наверное, ехал в Россию как-то. Вся Кировская область. Это везде этой гадости полным-полно. И никто не принимает меры. Скоро лет через 100, наверное, если не принять меру, кроме борщевика ничего расти, наверное, не будет. Так, что? Поехали прокатимся по верхней улице. Такая вот улица полевая у нас. Крайняя улица. Самая верхняя. Тут заброшенные совхозные поля. Вот и улицу назвали полевой. Так, окно закрою, а то ничего не слышно. Народ в нашей деревне живет сельским хозяйством. Каждый хозяин держит корову. Ну не каждый уже, конечно, но многие еще держат корову, кто-то лошадь. Так, туда мы не поедем, потому что там грязно, там был гараж. А, туда мы заедем сейчас чуть позже. Сейчас крутанемся по нашей деревне. Вот такие вот дома стоят. Кто-то приезжает в нашу деревню как на дачу. Живут только летом, как вот этот хозяин. Зимой здесь не живут. Кто-то живет здесь круглый год. Местные коренные жители. Но живут. Так, как это наша улица называется? Вот такие вот домишки. А, просили меня еще сказать про пустующие дома. Таких в нашей деревне очень много. Вон, к примеру, здесь никто не живет. Вот в этом доме никто не живет. Это давным-давно уже. И в этом доме никто не живет. Тоже давным-давно. Это цветочная улица у нас была. Вот. Рядом с моим домом, вот в этом доме, тоже никто не живет давным-давно уже. Поехали дальше. Хозяева умирают, наследников нет. Ну, может, какие-то есть, конечно, за кем-то числятся, они закреплены, конечно, но никто уже давным-давно не живет.
Очень много пустующих домов. Вот этот дом. Вот здесь вот никто не живет. А вот это моя хата с края. Вот в этом доме, первый направо, тоже никто не живет. Старенькие дома. Так, здесь у нас живут. Магазинчик наш. О, Денис. Привет, Ленчик, привет. О, Санька Мамонтов засветился на просторах Ютуба. Так, что у нас? Это центральная улица, асфальтовая. Вон дома расположены вдоль реки. Вон, в этом доме дальнем около реки тоже никто не живет. В этих домах живут только дачники, с Троицка летом приезжают. Здесь тоже дачники живут. В дальнем доме тоже никто не живет. Ну тут, наверное, уже не знаю, может быть, этот дом тоже был нежилой, но сейчас его продали. Приезжают картошку сажать, используют как дачу ее. Вон, Покча наша расположена на горе. Вся Печора, видать, как на ладони. Так, мы проехали гараж. Хотел вам показать гараж еще. Но ничего, сейчас вернемся, покажу. Сейчас крутанусь я по верхней улице. Вот здесь дом был тоже 19 века постройки, сгорел недавно. Вот здание почты, часть которой продается, тоже здание. Вон пустой дом, пустующий. Тоже лет 5, наверное, никто здесь не живет. Жил мужичок тут, Ира Вань такой, умер. Теперь все, дом пустует. Так, здесь у нас живут. И здесь живут. Здесь живет Вальдемар. Торгует паленой водкой. Он тоже борщевиком зарос полностью. Даже не думает убирать его со своего огорода. Здесь была за год контора сельповская. Потом жил здесь мужичок один, тоже умер. Склад сельповский. Сельповский магазин. Пекарня. Все заброшено, все заколочено. Тоже уже не функционирует давным-давно. Тоже новый домик. Приезжают как на дачу. Наша достопримечательность, наша больница. Новенькую отгрохнули. Единственное новое здание в нашем селе. Вот опять же, с любого места практически видна наша Печора. Потому что, еще раз повторюсь, наше село расположено на горе. И если бы не деревья, которые сами же мы сажаем, которые заслоняют нас от реки. Опа, на грязи-то сколько. Ну ничего, машина прет. Вот здесь была наша электростанция до 83-го года. Вон остался фундамент, то есть часть фундамента. До 83-го года у нас дизельная электростанция снабжала электричеством. Гараж совхозный весь развалился. Этот гараж сельсовета, здесь стоит трактор никому не нужный. Вон тележка трактора осталась. Техники в совхозе было километр.
когда рухнул совхоз в 90-е, все это здесь лежало, стояло. Ну, черти знает куда, но оно пропало. Так, насчет кладбищ. Вот здесь, в этом лесочке, тоже раньше было кладбище. Старое кладбище. Здесь давным-давно уже никого не хоронят. Вот начало все рушиться. Говорят, ливнем часть кладбища обрушилась. Видели черепа, кости. Вот там в лесу тоже кладбище. Короче, получается, у нас кладбище вокруг села, везде в лесу. Но основных 3. Верхние, нижние и посередине. Вот это водокачка у нас. Так, вышка МТС, я ее уже вам показывал. Был совхоз, 5-е отделение совхоза Приуральский. Жизнь кипела. Был здоровый, ну как здоровый, был садик, была начальная школа. Все это в 90-е рухнуло. Вот это улица Полевая, по которой мы начинали ехать, где мы не проехали. Так, ну что, поехали дальше. Снимаем одним кадром, чтобы не монтировать. О, грязюка какая. Так, что у нас, что у нас? Вот здесь проживала бабушка моей жены. Раньше они сами здесь жили, в этом доме. Но потом построили новый дом. Этот продали. Теперь там живет. Здорово, Вась. Василий. Тракторист совхоза Приуральский. Всю жизнь работал на тракторе. Теперь на пенсии. Вот еще один магазинчик. Одноклассница моя работала, Мария Мамонтова. Сейчас переехала в Россию куда-то жить. Привет, если смотришь мой канал. Так, здесь мы уже проезжали. Вот в этом доме тоже никто не живет, но вроде бы как летом приезжают. Так, сейчас поедем по верхней улице, покажу вам сельский дом культуры, который был. Он свернули на улицу Школьную. Здесь тоже у нас асфальт. Вот сельский дом культуры был раньше. А на этом месте раньше стояла церковь с лиственницы построенная. Я ее уже не застал. Ее разобрали, построили вот этот клуб. Так этот клуб уже весь гнилой. Вон детская площадка. Сейчас остановлюсь. Вот школа раньше была, в которой я учился в начальных классах. Вон здание почты 19 века постройки. Просто обшили часть. Кстати, полздания вон продается. Можете записать номера телефонов. Вот. В правой части почта, в левой было АТС. Вот эту левую часть продают. Так. Сейчас остановлюсь здесь, покажу вам наши памятники. Так, заглушу пока. Годы гражданской войны здесь были расстреляны белогвардейцами жители нашей деревни. Их публично расстреляли. Вон. Здесь похоронено 5 членов волисполкома: Остяков И.П., Макаров Т., Жигров В.Е., Ефремов В.Н., Турьев И.Ф., расстрелянные белогвардейцами 6 февраля 19 года. Ну и вот рядом недавно
Такой обелиск установили. Вечная память землякам, участникам Великой Отечественной войны. И вон сколько их погибло на войне. Бажукова, Логинова, Макарова, Мамонтова, Мезенцева, Остякова. Вон Остяков Ион Иванович, Остяков Федор Иванович, Остяков. Ну, короче, 3 брата Остяковых. Это у моего отца родные дядьки. Растворов Григорий Александрович, мой дед, отец у отца, тоже в годы войны погиб. Много Растворовых, как вы видите, Шахтеровых. И вон ветераны, умершие после войны. Никого уже в живых не осталось. Все погибли. Вот такая вот печалька. Многих я, конечно, помню, которые после войны умерли. Вот. Вечная память вам. Вот детская площадка. Вот там дом моих родителей, которых, к сожалению, тоже нет. И где я живу летом. Если помните по роликам, там я, скорее всего, тоже проеду сегодня. Покажу вам. Ну что, поехали дальше. А вот это садик, в котором я успел последний год перед школой побыть. Я был первым, который поселился в этом садике. Кочегарка работает. Теперь это школа-сад, где в 4 классах обучается 1 ученик. На одного ученика 1 учительница, 1 повар, 4 кочегара и весь обслуживающий персонал. Что, поехали дальше. Поехали дальше. Так, мы там уже катались, там гараж совхоза Приуральский. Вон возле школы-сад стоит прачечная, которая тоже уже стоит без дела несколько десятков лет. Вот колонка, качают воду. Здесь раньше была вертолетная площадка, вот где елочки стоят. Три раза в неделю прилетал телефон. Телефон, говорю, звонил телефон. Прилетал вертолет, приносил фильмы нам, привозил. Смотрели мы эти фильмы в клубе. Почта прилетала нам. Ну, а когда было распутица и бездорожье, за 2 рубля пилот мог подбросить до Троицка, до райцентра. Так, а вот это мы сейчас едем по новому поселку, который построился в 90-е годы. 3 улицы вот. По 5-6 домов. Там еще верхняя улица есть. Это как называют Кулацкий поселок. Вон тещин дом. Евгения Александровна, если смотришь, полюбуйся своим домиком. Привет, привет. Вот это верхняя улица. Там еще, правда, выше есть улица. Но там только 2 или 3 дома рядом с лесом стоит. Не знаю, почему назвали этот поселок Кулацким. Вроде не кулаки здесь живут. Ну, все эти новые дома, как новые, уже не новые вообще-то. Во многих домах уже поменяли фундаменты, так как гнет все. Вот такой интересный стажок
Но почему-то его зовут Кулацким. Опа-на, как грязно-то. Вот. Еще одна окраина. Туда дальше уже Троицк. Он крайний дом. Его бывший хозяин переехал в Ярославль. Продали свой дом. Теперь там живут другие люди уже. Так. Ну что? Та улица была лесная. Это молодежная. Молодежная улица. Потому что в свое время здесь жила молодежь. Лет за 20 они, конечно, уже повзрослели. Такая вот молодежная улица. Дома, как вы видите, всякие разные. Кто на что гораздо, так и строился. Есть вполне приличные, ухоженные дома. Ну, какой хозяин, такой и дом. Сено заготовили на зиму. Вон сколько его. Только я как знаю, сено у 3 хозяйств. Вон сколько этого сена везде. Здесь живет мой брат Михаил Геннадьевич. Вот он куда-то поехал на квадрике. Так, а мы сейчас крутанемся еще. Осталось у нас 2 улицы. Так, это улица у нас. Вон, кстати, еще один пустующий дом. Его построили, так здесь никто и не жил. Ну, немножко, может, годика 2-3 пожили и все. Тоже несколько лет уже пустует, отключили его от электричества. Здесь народ живет своим трудом, своим хозяйством. Работы здесь нет никакой. Работает только сельсовет, школа. Ну и все. Ну, дом культуры еще. Больше. Почта еще есть, почтальон один. Больше здесь никто и нигде не работает. Одни пенсионеры и безработные. Ну вот. Еще одну улицу проехали. Здесь тоже живут дачники, приезжают только на лето. Весной здесь не проехать. Трясина, болотина. Сейчас попробуем. Здесь сейчас вроде бы еще почва более-менее. Так. Ну что, осталась еще одна улица. Осталась еще одна улица. И там на обратном пути я сниму выезд с деревни. Это вот эта вот асфальтовая дорога уже. Это от той развилки, где мы заехали по асфальту вверх. Там мы спустимся, и там я уже кусочек неснятого покажу. Вот, пожалуйста, еще один пустой дом. Давным-давно здесь никто не живет. В следующем живут только летом, пустует. Так, здесь живут, здесь живут. Здесь живут. Вот дом моей матери. Тоже зимой здесь никто не живет. Летом мы здесь, большая часть я проживаю. На выходные точно все здесь, вся моя семья проживаем. Там стоит моя семерочка. Сейчас, как все замерзнет, все станет, тоже надо будет куда-нибудь убрать ее. Ну, эта местность знаете уже, если смотрите мои ролики. Все. Сейчас зацепим прицеп, загрузим его навозом и поедем в Троицк. Вон библиотека еще у нас есть.
расположена тоже в здании Дома культуры, которая раньше была школой. Вот про пустующий дом я вам говорил. Ну что, как-то вот так. Сейчас цепляем тележку, грузим навоз, едем в Троицк. Ну вот, загрузили тележку перепревшего навоза. Вот оно, наше деревенское золото. Лешка, привет Ютубу. Покажись, не прячься. Еще один коми-рыбак-охотник. Вот еще один. Их здесь очень много. Так, одно золото мы нагрузили тележку. Теперь пойдем копать другое озеро. Озеро, говорю. Другое золото. Сейчас я вам покажу, какое у нас еще золото есть. Вот, выкопали небольшой участочек. Вот оно, наше драгоценное золото. Вон, наши червячочки. Вон, красота. Сейчас еще покопаем. И будет на что нам зимой ловить. Поехали копать. А тебя, друг, как зовут? Как тебя зовут? Килишоны. Килишоны. Чапа. 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 Чапа, чапа. Вот, а там живет у тумана мама. Где? Тайга. Дамка. 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 Лок. Вот дамка. Это у нашего тумана мама. Дамка. Дамка. Вот такая вот мама у нашего тумана. Вот. Ну все, поехали копать. Даже еще сколько их? Ты бы еще бы ботву собрал. О, картошку нашел. Это у меня весенние запасы. Весной что я буду кушать? Картошка. А так. Кто собирал? Собирала Алина. Какую большую картошку не заметила. Подписчица моя, будешь смотреть? Смотри, как Всё. ты картошку собирала. Ай-яй. А кто копал? Вадим, тоже будет смотреть. О, сколько червячков. Красотень. А? Да. Ботва у ласканка швоночколей. Крупные и мелкие. Так, еще хочу показать вам завершающий штрих, пока не стемнело. Какая плотность здесь червей. Он копнул один раз. Вот смотрим, сколько здесь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот это я нашел. 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, вот 22. Вот они просто кучей. 23. Ну, 1000-то я точно набрал, наверное. Если не больше. Кидаю вместе с землей, родной землей, где они жили. Надеюсь, выживут. Домой приеду, кину их в подвал. И будет все чики-пуки. Этот год я с червями. Ура, ура, ура. Ну вот все, выезжаем. Везем золото. Вон ведро золота одной
пробы. И вот там вот, где там, вот оно, в тележке. Ведро золота другой пробы. Какое ведро? Прицеп, целый прицеп золота другой пробы. Так. Покчу я вам всю показал. Здесь мы поднимались, теперь вот спускаемся. Сейчас направо и выезжаем в сторону Троицко-Печорска. Вон еще хочу показать, какая красота здесь у нас. Везде видно Печора. За бортом +2. Вот она, наша Печора. Во всей осенней красе. Ну что, поехали. Вот здесь здание бывшей больницы. Здесь раньше больница находилась, потом здесь жила женщина. Тоже дом пустует уже. Вот еще один дом. Уже пустует лет 20, наверное. Хозяин построил. Вот еще один дом пустует. Это дом у моих родственников. Но хозяйка умерла в 90-х годах. Жила здесь одна сестра моей бабушки. И с тех пор уже, получается, около 30 с лишним лет никто не живет. Ну вот все. Выезжаем с Покчи. Тут вот в начале Покчи еще есть один дом пустой. Его продали за материнский капитал. Теперь хозяйка, которая купила его, опять продает. Вон самый первый дом на берегу реки. Постройки, баня есть. Всякие сараи, плодородная земля. С окон открывается, видно Печоры, вообще обалденный дом. Вон поля заброшенные. Раньше разрабатывали, теперь они нафиг никому не нужны. Так что домов пустых километр. Опа-на, у меня садится батарея. На морозе села. Так что скоро будет конец съемки. Ну что, там Троицк. Вот здесь еще одно кладбище. Катыт кладбище. Вот здесь покоятся мои родители. Папа с мамой. Ну что, поехали домой. Так закончился наш сегодняшний день. Вон люди спортом занимаются. Ходят каждый день туда-сюда, помашем им ручкой. Привет. Все, всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак. Мы скоро увидимся. Завтра, наверное, пойдем кидать закидушки. Пока.